двери вышибает и сразу говорит: Юра, у меня дай дорогу. Ну, Рокерство цвярозае может быть? прямо пойдешь, там, Бабу-Ягу найдешь, там направо коня потеряешь, там налево заблюешься. Ты фактично очолив брестский протест. Мимо площади проходил. Приобщиться, как бы я человек народный. Ты змагаўся з сатаной. Все, сейчас нам жопа будет, сейчас нас типа будут лупить. Почему ты сумуешь у Бресте? На какой-то машине времени перелетел в 90-е, это поел и вернулся. Ты сам веришь у вызволение Беларуси праз вызволение Украины? Вообще вся моя житуха, она сплошная какая-то фантастическая такая история. Сёння гость тока, самый вядомы панк-рокер Беларусі, лідар гурта «Дай дарогу» Юрий Стыльскі. Юр, привет. Привет. Чым табе запомнится гэты год? Наверное, каким-то временем несбывшихся мечт, мар. Ну и, естественно, какими-то приключениями, там, где меня носило. Короче, такой цыганский образ жизни. Ну, как и у всех белорусов практически. Ты раней казаў, што не з'едзеш в Беларусі. Гэта было яшчэ год таму. Все так говорили. Ну и в итоге так получилось, что, возможно, даже это было не, то есть не мое желание, так просто сказали: Юра, мы тебя носить не будем, всякие там в тюрячку. Ну. Адчуваеш сябе таким трошку здраднікам, што здаўся? Да вообще нет, абсолютно нет. Ну что, ну как бы привлекли б меня за этот клип или там за... Ну есть, короче, за что, и сидел бы сейчас плотно. Просто сейчас я могу там как-то маму свою поддержать, хоть на видеосвязи какой-то там такой трансляции. Друзья заходят, навещают. А так бы сидел плотно где-то там в подвале, вообще б ничего не видел. Ну. Часто з мамай размаўляеце? Ну, раз в недельку, там, в 2 заходят ко мне мои друзья, к маме. И как бы наводим какие-то мосты там. Ну, естественно, она говорит, что я скучаю, тра-та-та, там, давай приезжай. Никакие минуты к тебе, Юра, не приходят. Ну, все в таком духе. Я говорю, ну, как бы да, до поры. Твоя цитата з 2012 года, я зачитаю. Што я буду рабіць у замежжы? Там мы ніхто. Я тут нарадзіўся і ўсё. Колькі людзей з'ехала туды ў пошуках шчасця, але ўсё роўна не даганяюць іх менталітэт. Ці змяніў ты цяпер сваю думку з таго часу, калі ўжо апынуўся ў Варшаве? Не, ну это ж вынужденная, так сказать, вынужденный выезд. И что я тут могу сказать? Ну, конечно же, нет. То есть тяжело, потому что надо вообще культуру всю эту и как-то, скажем, реализацию свою начинать там, не знаю, ну, как мне кажется, с молоком мамы, знаешь, и понять все тут. И там даже если, скажем, реализовывать себя как музыкант, там, как творческий человек, ну, я думаю, что тут петь про бытовуху, как я пел, и социалку, это надо на самом деле тут прохавать, как бы и прожить минимум лет 20, вот, чтобы об этом заявлять. А так, да, житуха с нуля, можно сказать, и ну что ж поделать. Як табе было пачынаць ужо не маладым, скажем, шчыра? Ну, во-первых, у меня была карта поляка до этого. Но я не ездил там на всякие закупы, меня как-то не интересовали там всякие стиральные порошки, сигареты, где там можно заработать, как-то побарыжить там, вот. Но я на всякий случай сделал. Ось. Ну, потому что у нас концерты бывало, там какие-то выезды. В Варшаве мы играли, в Тересполе тоже были, там на стадионе, там, на День города, по-моему, каком. Ну, для того, чтобы проще было визу сделать. Наверное, по этому я поводу. Можешь пригадать, як ты с Беларуси съезжал? Так как мне прислали письмо, и в этом письме было сказано, что явитесь в суд по делу признания клипом экстремистским. Посоветовался с ребятами, и они говорят, давай мы лучше тебя где-нибудь катапультируем отсюда. Суд пройдет, а потом ты все-таки решишь, что тебе делать. Возвращаться как бы домой или где-нибудь позагорать еще. Ну. А як сам гэты працэс адбываўся? Тому што ты там пісаў штосьці, што я сяджу ў Белавежскай пушчы. Да, это по приколу как бы. Не, ну я думал вообще
там уехать в Беловежскую пущу и там где-нибудь, не знаю, Заныкаться. передохнуть, да, лечь на дно. Меня там переубедили, в общем, говорят, да перестань ты там, ну вот, мол, поехали, там, скажем, берег Черного моря еще лучше будет, чем где-нибудь там озеро Беловежской пущи. А што з гуртом тваім аказалася, з тымі музыкамі, з якімі ты выступаў у Беларусі? Единственный, кто уехал, это, можно сказать, как бы только один я. Ну, потому что ребята, можно сказать, не при деле. Вот так. Они тут при чем? Хачу цябе спытаць, як ты ставішся да беларускага гурта ЛСП, вельмі папулярнага ў Расіі, які цяпер гастралюе па Расіі? Ну, может, они деньги переводят, всю свою кассу в поддержку ВСУ, я не знаю. Ну, это так мне какие-то первые мысли пришли. Ну, может, в какой-то степени зашквар. Я не знаю даже, как... Здесь нужно подумать над этим вопросом, конечно. Ну, как-то странновато немного, да? Типа все, кто принял какую-то такую, естественно, народную позицию и понимает, там, где черное, где белое, что такое война, что такое спецоперация, как бы есть какое-то разграничение, то, естественно, ну, это как минимум странно. Ты б мог сябе ўявіць, што ты паехаў з гастролямі па Расіі зараз? Ну, возможно, к оппозиции на квартирник. Ну, логично. А просто собирать там клубы и там видеть людей, которые поднимают транспаранты «Путин сила», ну, как бы особо нет. Як ты лічыш, ці могуць быць музыкі па-за палітыкай? Ну, какие-то гаражные, там, у которых нет там аудитории большой, и там какой-то фэн-базы, там, и людей, на которых они не имеют влияния, то, конечно, да. Ну, а если ты там можешь собирать, там, к тебе прислушиваются, это в любом случае в нынешнее время, это, ну, то есть, это не может быть вне политики. Как бы разгребал этот вопрос для себя, тоже со многими спорил, что там мне что-то переубеждали, я говорю, вы что, чокнутые? Ну, то есть, если Баста сказал бы, ребята, ну, то есть, нужно косить там, или там как-то нужно, ну, какое-то принимать решение, то есть, не военного плана, давайте все-таки как-то будем по-мирному. Ну, что-то в этом плане, хотя бы пару слов для своих же поклонников, которые там идут, слушают Басту в наушниках, и, ну, идут, ну, короче, вы понимаете. Поэтому я думаю, что сейчас такое время, что если у тебя есть какой-то даже небольшой рупор, ну, то есть ты уже не можешь быть вне. Чаму ты ўпісаўся ў пратэст у 2020 годзе? Не, ну в то время как бы все адекватные люди, ну, которые, естественно, вот, как я говорю, могут отличить белое от черного там и тому, вот, они же как бы, ну, то есть у тебя уже стоит какой-то выбор, какую сторону принять. Там, во-первых, там, начиная с того момента, за кого голосовать. Вот. Но у тебя есть выбор там, или выходить как бы на улицу, или отсидеться. Ну и, как я заметил, когда, то есть, мои соседи выходят, девушки там знакомые, там одевают эти белые платья, там покупают, идут цветы, становятся в цепи солидарности. Ну, то есть, как это можно посидеть там, типа, а я очкую, или там, а я вне. И это ради того, чтобы просто там, ради своей безопасности, и то сомнительный, как бы. Ну, поэтому, ну, тем более у меня как бы песня уже давно о том, что не все так просто и легко в этом мире, там у нас бытовуха, социалка, там, ну и все в таком духе. Ты не шкадуеш? Поэтому так и получилось. Ну, в каком-то проценте, я думаю, так как я как бы настоящий живой человек, естественно, я там состоялся, там моя мама, там мои друзья, там, естественно, ну, очень жалко, что так получилось. Вот. Ну, а что сделать? Мне цікава, яким ти уявляєш свайго слухача, чалавека, які слухае твою музыку, тому што, мне здаецца, на яго акурат магло і паўплываць тое, што ты рабіў у 2020 годзе. Была и есть какая-то ответственность за людей, что, возможно, из-за меня кто-то и присел, понимаешь, ну, вот в таком плане. Поэтому как бы не все так просто. Но тогда казалось, что, естественно, мы делаем какое-то бравое дело, потому что, ну, все же смотрели там
Кощей Бессмертного, все знают, как он там умирал, там яйцо туда-сюда, там все воспитывались одними там мультиками, все смотрели фильмы про войну, там что значит нельзя предавать, что как бы там молчание это там пассивное содействие, ну и все в таком духе. И как бы я был возвращен на каких-то, таких естественных человеческих ценностях. Ты казаў раней, што ты сябруеш з Міхалком, вы разам болей нет записывалі, напрыклад. Ці вы яшчэ кантактуеце зараз? Ну, был бы повод. Как бы нету повода, я не знаю. То есть можно, конечно, и сконтактоваться, и там навести какие-то мосты, а так, я не знаю. У него какая-то своя житуха, и там очень плотный гастрольный график, и я по каким-то пустякам, как дела там. Было бы желание узнать у человека, как дела, просто можно посмотреть его соцсети, посмотреть за его там каким-то гастрольным туром, там еще и все, и не парить голову. Ну, как-то так. Як ты думаешь, чаму он не ўпісаўся ў пратэст? І зараз вельмі так рэзка ў бок беларусаў выказваецца, асабліва пасля вайны. Я, с одной стороны, как бы понимаю, что это как бы негоже, да? Вот люди с таким рупором и вот с такой гражданской позицией, типа, где-то так, как будто бы там закосить на какую-то больничку или что-то там такое, или какие-то причины придумывать, или типа уйти с эфира где-то, я немножко не понимаю, да. Но с другой стороны, как бы я могу там и оправдывать такие похожие случаи, и как бы и могу с одной, и как бы понять, что, возможно, там у них и семьи, там, и все там в опасности, и там, я не знаю, может, там где-то яйца в тисках, там, Але гэта не пра Міхалка, у яго ўсё окей Ну, было. как будто бы там стальные, да. Ну, я не знаю. Надо спросить конкретно. Сябры, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите ваши комментарии. Гэтае відэа-інтэрв'ю мы записываем у цудоўным бары «Пагоні» ў Вільні на праспекце Гедэміна, 27. Будете ў Вільні, зазірайце, тут вельмі класная атмасфера. Ты раней казаў, што быў бы гатовы прагаласаваць за Латушку ці Пазняка. Чаму за іх? Ну, может, они мне симпатизируют как-то. Чым? Они так грамотно, красиво там излагают, все так понятно как-то. Просто яны вельмі розныя. Есть большой политический там опыт. Пазняк — это лідер апозіцыі з 90-х гадоў і все астатняе. А Латушка выйшаў з лукашэнкаўскай номенклатуры, заявіў пра сваю пазіцыю толькі ў 20-м годзе. Ну, яны ўвогуле як бы розныя зусім. С этой политикой, да, вот так глубоко, там, и кого я подтримливаю или нет, я сильно не был знаком. Это я ближе вот к этим вот каким-то событиям таким суровым, я уже там начал интересоваться и тем, потому что, уже все переросло, в такую очевидную, как бы, и вранье, и там, и все это невозможно уже верить, и уже ты уже начинаешь понимать, то есть, ты вообще как бы определиться, за кого ты и вообще, кто ты. Вот. Ну и начал разбираться и интересоваться людьми, и узнал там каких-то других там лидеров, вот. Да, когда я вообще шел голосовать, я понял, что просто нужно, не знаю, поставить свою подпись там за каждым, кого, то есть... Всіх вопросил Лукашенки? Да, типа так. А калі тебе стала цікавая политика? Помнишь еще какой-то там 12-й год, или 13-й, или 11-й, когда выходили все с протестом и хлопали в ладоши. У нас в Бресте такая была акция. Вот, и помню, в опорный пункт какой-то завезли. Вот, я оттуда там чудом уцелел, остался там как-то без штрафа. Ну и вот тогда я начал понимать и вообще, то есть, что народ как бы, по идее, должен кто-то решать, на что-то влиять. Но если так топорно, а люди как бы ничего как бы не решают и не могут решить. Вот тогда у меня что-то зашевелилось в голове, и я понял, что это какая-то засада, так не должно быть, и все в каком-то таком ключе. Як ты ставишься до Тихановской? Замечательно, что есть такой человек, и был и будет человек, за которого мы проголосовали, как бы. Возможно, она не сильный как бы политик, там, не сильный лидер, да, вот, потому что, как бы это дело понятное, что она сама говорила, что я
далека от этого всего, но мне приходится как бы гребсти, и никуда от этого не деться. Вот. Но то, что она делает, и то, что от нее многое зависит, и как бы просто если бы не было сейчас ее, у нас бы не было вообще ничего. А так как она есть, и она живая, как бы, и то есть это как такой камень, как бы что-то такое монументальное, ну за что типа нужно держаться. Это как какой-то, я не знаю, такой, как остров, что ли, в океане. Ще у твоїй вельми відомій пісні «Помоги мені, помоги». Там ти якби звертаєшся до Лукашенки, ну, каб ён дапамог, так? Сам вобраз чалавека, героя гэтага кліпа. Ну, да, помоги, да. Вось як ён для цябе зараз змяніўся, Лукашенка? Ці змянілася стаўленне да яго з таго часу? Ці мае сэнс у яго штосьці прасіць зараз? Ну, тогда это было, да, это было как какое-то прошение, что ли, там, и все еще как-то так мирно, что ли, казалось. Там, вот 18-й год мы начали, по-моему, над этим клипом песню я придумал где-то в этом же году. Вот, а сейчас, наверное, это больше, ну, как-то так не должно звучать, это больше должно как-то так, как ультиматум, что ли, какой-то такой, ну, нести за собой. Ну, вот по этому поводу, когда я как бы исполняю эту песню, я говорю, эта песня как бы, ну, должна сейчас звучать именно как ультиматум. Ну, так как она уже была написана раньше, ну, как-то, и все ее знают именно такой. Ну, в общем, слова не выкинешь, и все в таком духе. А як змянілася твоё стаўленне да Лукашэнкі? Можа быць, з 2018, можа быць, раней, як яно мянялася? Я не интересовался политзаключенными раньше. Я не знал, сколько их там, за что. Ну, знал там, после каких-то выборов были там репрессии, но тоже не углублялся. Почему-то, ну, я больше жил музыкой, у меня, ну, какие-то были и другие интересы. Вот. А сейчас как бы все это до такой степени на такой поверхности, что, ну, как бы не интересоваться этим вообще тяжело, оно как бы, эта повестка вся прям как захлестывает тебя, эти волны такие прям успевают только как бы уворачиваться. Вот. И, ну, естественно, я как бы, любовь у меня явно не укрепилась. Даже моя мама, она, в общем, как-то мне говорит: Юра, я типа в недоразумении. Почему так получается? Я говорю: что такое? Говорит: ему же кричали: уходи. Народ кричал. Там МЗКТ там, или какие-то рабочие в касках. Я видела. Говорит: уходи, кричали. Я говорю: ну, почему он не ушел? У меня мама спрашивает так. Я говорю, я не знал на самом деле, как ей ответить. Я говорю, ну вот. Говорит, начала перечислять. Ни Хрущеву, и ни Брежневу, ни там, я не помню. Короче, перечислила всех. Никому не кричали: уходи. Понимаешь? Еще так серьезно. А тут почему он не ушел? После того, когда я, ну, как бы вижу, и там просто, что люди умирают в тюрьмах, там, что сейчас с Колесниковой, и вообще, то есть до какой степени эта вся система, ну, такая жестокая на самом деле. То есть когда тут же Сапегу могли отпустить и сказать: иди ты с Богом к маме, папе, там, и все. За что? Ну, я не понимаю, какие-то больные штрафы, там, люди квартиры продают, чтобы хоть как-то. Ладно, там каких-то мужчин, там, да, можно замучить, запытать. Ну, то есть, а девушки тут при чем? Про сям'ю хочу твою паговорыць. У цябе вельмі цёплыя стасункі з мамай, ты называў яе самым дарагім чалавекам у тваім жыцці. Можаш расказаць пра яе? Скучает сейчас она, мама моя. Просто как бы я не один в семье. То есть у меня еще есть сестра, у нее дети, у детей тоже дети. Вот, и они уже давно уехали в Польшу. Вот. И я остался у нее, можно сказать, один. Вот. Ну и мы как бы всегда вместе радовались, там и пенсии там ее, и ну, каким-то праздникам, там, день рождения мы вообще. Вот. И я там ее катал всегда, там, давай там пенсию просрем, ну все в таком духе, ну каком-то таком. Вот. А сейчас она как бы сидит, там ее радует магазин,
который там сбоку церковь, ну и бабки там с хлеб. У нее там какие-то свои движухи. Там после, там, не помню, 7 там хлеб дешевле в 2 раза. И вот они там очередь занимают, кости перемывают политикам. Ну и все какой-то такой там у нее движ. Ну, естественно, я тоже скучаю, потому что она мне говорит: Юра, там, ну, конечно, это немножко печально, так я вспоминаю, точнее, об этом говорить. Но моя мама вообще никуда как бы не ходит, никуда не ездит. Там единственное, там у нее поход в город, это, там, не знаю, к стоматологу и все, и назад. Вот. Но бывает, я там ее где-то подсоблю, где-то подвезу и что-то как-то помогу. И там традиционно заедем в какую-нибудь кафешку поесть супа, там, в ё-моё какой-то. Там у нас на Востоке, ну, там все по 3 копейки и все такое. Ну, на самом деле, это один из, наверное, из самых дешевых баров у нас в Бресте, в котором можно как бы поесть и, то есть, не потратиться. И, ну, и попасть на самом деле на какую-то странную сумму. Типа, как будто вот ты на какой-то машине времени перелетел в 90-е, это поел и вернулся. Якого порядку? Ну, я помню, там компот был за 15 копеек или за 11. Это было вот реально 2 года назад. А як твоя мама ставиться до твоего вечного життя панк-рокера? Ну, она, то есть, не углублялась так сильно, чтобы там взахлеб где-то слушать мои песни, интересоваться текстами. Она говорит просто: Юрка, ты играешь балдеж. Там, и она очень гордится мной. И было время, там, когда мы делали рекламу. И ты на билбордах был? На столбах где-то, да. Нет, на билбордах я не помню. Ну, на каких-то этих, там, где-то на остановках, вот каких-то вот, то есть, ну, естественно, это кидается в глаза. И она прям там всем своим знакомым, соседям, ну и все, естественно, это замечают. Зубы ходит, лечит еще где-то в каких-то магазинах, где-то ей нужно какие-то вопросы решать. Она: так, вы знаете, там, кто мой сын, ну все в таком духе. Класс. Я такой, ну, все время угораю с этого. Но она, типа, двери вышибает и сразу говорит: Юра, у меня дай дорогу. Ну. Я говорю: мама, говорю, поспокойнее, говорю, не надо там такие козыря в ход кидать. Ну, как-то мне самому неловко. И она не примушала тебя побраться шлюбом? Типа, пора уже? Угу. Ну, она всегда мне это говорит. Як ты ей отказываешь? Все, мама, решим, как бы придет время, все надо, все ж нужно как-то по любви, чтобы все было по-честному как-то. Ну и по душе, и по сердцу, и по уму. Ти вельмі шмат говориш про маму. Я хочу тебе спитати, а, наприклад, які у тебе стосунки з батьком? Хто він? Ну, он еще уже ушел, когда там я еще, не помню, там мне было 20 там, или 19 лет. Вот. У нас во дворе, вот, ну, где я провел всю свою, там, все детство, там, молодость, как в сказке, там, прямо пойдешь, там, Бабу-Ягу найдешь, там, направо коня потеряешь, там, налево, я не помню, там, заблюешься. И, в общем, у нас все вот в таком духе, потому что, выходя из подъезда, если идешь прямо, там, между садиком и справа пятиэтажкой, ты натыкался на пивнуху. Ну, возле Чебуречной, может, кто-нибудь еще знает, там, из древних. Вот, там была еще пивнуха, такой старый древний ларек, он такой под наклоном еще стоял. Такой дизайн совдеповский, интересный. Направо пойдешь, в ЛТП придешь, то есть тоже пивнуха была возле юбилейки. Налево 9-этажка, тоже пивнуха. А за спиной поликлиника номер 4. Вот такой как бы вариант был. И все люди возраста моего отца, вот как я не вспоминаю, там, и довольно талантливые, потому что мой папа как бы дружил, и у него был лучший друг, это вратарь «Динамо» Брест, вот. Геннадий такой Старовойтов. Потом к нему часто заходил там тоже человек, который играл на саксофоне. Ну, в общем, у него был разнообразный круг людей, и все довольно талантливые. Там, помню, еще там чел, который чинил нам телевизор постоянно, когда он поломается. То есть это, ну, такой
не последний человек, да. И, в общем, такие разношерстные все были, и музыкант, как бы, и футболисты, и я вот начинаю вспоминать, и все они так нормально закладывали за воротник. И, в общем, вот, короче, в такую тупиковую практически все и приехали. Тобто ён памёр праз алкаголь. Ну, там, да, вот это было такое влияние неплохое. Чаму яны пілі? У цябе ёсць адказ? Это была такая пропаганда, что ли, там ТВ, там мультики, там тоже волк курил. И где-то все это было в таком духе, что если какой-то даже микропраздник, обязательно шарка-шкварка, это все такое воспитание. Ну или какие-то послевоенные годы, там это было, то есть День Победы это нужно вообще, то есть, ну, то есть если семья трезвая, значит это не День Победы. Ну все в таком как-то ключе. Вот и это естественно было тогда, это была норма. А зараз Брэст співаецца ці ўжо іншая сітуацыя? Ну, я бы не сказал, возможно, уже какое-то время не то. Уже, то есть, была какая-то волна такого, каких-то неформалов, там, каких-то субкультур, там, какие-то готы, они там где-то собирались, там, панки, там, хиппи. Сейчас этого всего нет. И, естественно, какой-то составляющая у них был какой-то алкоголь. Естественно, пивко там где-то, еще там что-то. Ну, и я как бы сам помню все эти там тусовки. И они куда-то рассеялись, и сейчас нету никаких таких вот каких-то комьюнити, которые где-то там задорно проводили время. С одной стороны, я даже, мне кажется, это так грустно. Вот помню в то время, когда мы сколотили «Дай дорогу», мы так угорали нормально. Ну, возможно, как-то, ну, то есть это я не то, что рекламирую какой-то такой, какой-то немножко перекошенный образ жизни, да, но как бы, ну, и желудок я себе испортил, помню, ну, там, было время, когда там где-то заносило, я не мог проконтролировать, и благодаря, может, какой-то компании, типа, сказать «нет», ну, это что-то было из рода так, типа, как-то не по-пацански, там, ты что? Ну, все в таком-то каком-то духе. Ну, еще такое юношество, оно не позволяло, что ли. Ну, в общем, куда-то катился, да. Но вовремя я очнулся и отрекся от этого всего. И мне даже просто все эти компании уже такие, которых не интересует ничего, а как бы где бы только угореть и как-то время провести, ну, в итоге бестолково. Ну, мне перестало интересовать это все, и как бы я на это все начал как-то так искоса смотреть. Ну и не жалею. Но многие даже до сих пор, по-моему, я так вспоминаю людей, они вот в этом ключе как-то и где-то там продолжают. Увогуле, рокерство цвярозае можа быць? Конечно, можно. Ну, тяжело. Але ты казаў яшчэ раней, што ў цябе, здаецца, непрыняцце ёсць алкаголя, што не засвойваецца у цябе нормально. Ну да, было такое. Я даже, помню, для себя какую-то формулу такую выявил, что просто можно до чертиков набухиваться, да, потом прийти домой, напиться воды, выблевать все, просто подчистую. Можно даже поесть, если ты очень хочешь, ну, естественно, ты будешь голодный. Но через 15 минут голова становится яснее, и на утро ты просыпаешься как огурец. Вот. Хотя, танцевал лучше всех как бы на этом вечере. Ну, вот так. У цябе ёсць адказ, чаму дзяржава беларуская, так? Ну, просто прапагандуе алкаголь, фактычна. Там цэны такія нізкія на чарніла якое-небудзь. Быдлом легче управлять, как бы, да. То есть это естественно. Ну, плюс еще это наша какая-то культура, это спокон веков. Ну, может быть, не спокон веков, но с какой-то там точки отсчета, когда можно было выжить в окопе, и там и сигарка, и шкварка, и там 50 наркомовских, и все в таком духе. И оно вот как-то перелилось в нашу культуру. Наркотики тебе калісьці кидала ці не? Ну, закидывало меня по-всякому. Но мне это все было не очень интересно, потому что, скажем, ну, есть какие-то наркотики, которые там тебя пробуждают, ты становишься активным. Я очень активный и так. То есть я кофе не пью, потому что, мне кажется, я могу улететь в космос. Потому что у меня начинает колотиться сердце. И, как правило, все наркотики, которые тебя пробуждают на какие-то действия, тебе то нужно куда-то бежать, танцевать, там, жевать,
То есть, ну, для меня это чуждо, как бы мне это неинтересно. Вот. И когда я попробовал вот эти вот какие-то стимуляторы, я понял, что это все какой-то бред. То есть мало того, что тебя колотит всего, так еще и потом ты какой-то становишься вонючий, и там у тебя какие-то выходы непонятные. То есть, ну, для меня это далеко. Я не просек этот кайф, в общем, вот. У цябе была гісторыя, калі ты даведаўся пра існаванне твайго роднага сына у сталым ужо ўзросце, калі ён вырас. Ты все знаешь. Раскажы пра накапала. гэтую сустрэчу. Я так разумею, што вы бачыліся з ім. Да, бачились. Ну, как обычно, в общем, мы созвонились там с моей, получается, ну, кто она мне? Сяброўка проста? Ну, нет, не Сябровка, она уже, получается, мама моих детей. Вот. И, короче, я узнал, что они приехали в Пинск, потому что она сама с Пинска. Ну вот. И говорит, если хочешь, можешь приезжать, познакомишься. Вот. А я до этого хотел еще узнать, как на самом деле так ли оно есть, что это по-настоящему мой как бы ребенок. И я решил так сам, что я приеду, все-таки познакомились. Ну, как-то сын все же, как бы они в Италии живут, и сейчас до сих пор. И я все же, получается, падре. Ну вот. Ну, о том, что он мой сын, как бы я узнал по телефону спустя 15 лет. Короче, я приехал, поднялся такой парень, еще выше меня ростом, по-моему. Ну и типа чао, там, какао, вот. Ну, он знает 3 языка, там еще французский, итальянский, русский. Вот, мы там что-то поели, а получается, я приехал к свекрови, что ли, да? Вот она мне свекровь. Это мать мамы. И проводили в аэропорт, как бы я их отвез, и посадил на самолет, и все, они улетели в Геную к себе обратно, там, в Милан, и там с пересадкой. Ну и все. Ну и сейчас мы как бы подписаны мы друг на друга в Инстаграме, иногда переписываемся. Ну и вот и все как бы. Ну и там, я не знаю, надо ли ворошить эти все под какие-то дела, но, в общем, я хотел бы, конечно, чтобы наше знакомство было более такое добродушное и как-то такое семейно какое-то сплоченное, но так как были какие-то там свои подводные какие-то булыжники, и мы так сильно не подружились, как хотелось бы. Вот. Ён падобны на цябе? Ну, возможно, какой-то кадык, там еще что-то такое, может быть, уши где-то, ну, а так он как бы больше в маму похож. Цябе штосьці ёкнула, калі ты яго ўбачыў? Не знаю. Может быть, нет. Ну, я не могу адчуць, да? В каких-то моментах я очень сентиментальный, как-то, ну, в каких-то нет. И, возможно, я больше просто как-то волновался, потому что, ну, это на самом деле какая-то такая странная встреча. Скажем, не со всеми такое бывает. Наверное, 1% на миллион. И все, и как бы мы так распрощались, там я что-то ему подарил на память, какой-то свой браслет, и как бы все. Ну, А яму важно было тебе побачить, поговорить? Я не знаю. Не знаю. Это, как для меня, это вообще, то есть вообще вся моя житуха, она сплошная какая-то фантастическая такая история. Я толькі адно хочу дакладніць, бо мне вельмі цікава, чаму яна табе не сказала про гэта раней, что у тебя у 15-гадовым узросце. Я, по-моему, говорил в каком-то интервью, там у нее все родственники милиционеры. Вот, она так мне и говорила. У меня вот, так как я была несовершеннолетняя, а тогда мне не хотелось никакой свадьбы, никаких носков, каких-то там, ну, что-то какой-то бытовой такой. И говорит, мне было проще промолчать или что-то там не выдавать тебя, что-то в этом роде. Типа якобы я понес бы наказание какое-то за все это, и меня бы там... Вот. Потому что она бы... Те женили, тебя посадили в тюрьму. Да, она от меня отреклась в тот момент. Якобы и мне тогда не надо было вообще это. И якобы, глядя на меня и на мой образ жизни, так, ну, то есть я какой-то был для меня чуть ли не какой-то бессовестный, что-то в этом роде. Она, то есть, приняла за меня какое-то решение, что вот она останется там, а я тут. И... Хотя, судя по какому-то ее рассказу, что она в тот момент передавала мне привет какой-то и говорила, что она от меня
в этой ситуации непростой, но он как-то до меня не долетел или очень странно. Я узнал об этом по телефону, и я думал, что это развод на самом деле, что это какой-то радио Рокс или там радио Столица, радио BA, или там радио Брест просто угорает и хочет повесить на меня такую ответственность, якобы как же поведет себя юрист Ильский, сейчас мы узнаем, алло. Вот, ну и а потом она говорит, это не шутка, потому что это был очень какой-то странный номер, когда высвечивается номер там с той стороны, и я был удивлен, такой думаю, что она говорит, я из Италии. Ну и все вот в таком духе, что пришло время, мне просто нужно узнать твое ДНК и какие-то передающиеся болезни по наследству, потому что Антошка хочет стать футболистом, ну вот все в таком духе. Я говорю, да что там, аппендицит вырезали, там, ну и все, как бы. Ну и вот, всего хорошего, как бы, если хочешь или тебе интересно, мы можем еще поддерживать связь. Ну, вот так. У цябе была проста яшчэ адна вельмі падобная гісторыя, калі дзяўчына напісала табе ў інстаграме, што яна твоя дачка. Чым там скончылася все? Да, это потом уже начался какой-то такой вокруг да около угар просто. Люди начали писать, что да, и меня ты тоже потерял, и я как бы твоя внебрачная, ну и все вот в таком как-то духе, в таком. Ну, это было интересно, смешно, там, ну, по крайней мере, это были не черные истории, что там где-то кто-то умер, это рождение чего-то, это всегда позитивно и как-то, ну, созидающе, что ли. Але там было гісторыя очень прикольно. нічым не скончылася, гэта не твоя дачка? Да нет, это какой-то прикол. И он такой, был серьезный прикол, потому что там кто-то прям заявлял, там чуть ли не там в суд не нужно было прийти. Это было очень угарно. У цябе зараз ёсць каханне ў жыцці? Ну, скажем, нет. Нет. Но будет. У цябе быў перыяд, калі ты маляваў аголеных дзяўчат на карцінах, на палотнах. Але толькі адно палатно вісіць у цябе вялізнае ў пакоі ў Брэсце. Ты на яго фоне шмат кліпаў здымаў сваіх хатніх такіх. Чаму менавіта яна стала той, кто... Да не в этом суть. Ну, как бы, там и девушка очень интересная, и мало того, что привлекательная, плюс еще как бы сам образ хорошо получился, удачная картина, там я в нее вложил очень много времени, и мне кажется, это, то есть она прям достойная висеть там чуть ли не в Лувре. Вот, поэтому как бы я ее повесил. А так у меня как бы таких образов очень много. Вот, но как мне показалось, что эта картина очень классная, я ее там упаковал в раму очень интересную и повесил на почетное место, да, где я снимал там все свои всякие ролики. Там. Ну, как бы там у меня просто стоял диван, рядышком телевизор, это моя была лаборатория и студия. Вот так. А чым гэтая дзяўчына цікавая? Мы очень долгий период времени с ней общались. Ну и до сих пор где-то там не так давно переписывались. Вот, как бы общение продолжается, и как бы, то есть, ну, можно сказать, у меня не было в моей практике людей, с которыми я, скажем, так ссорился, так, или даже мы расставались по каким-то причинам, после которых как бы мы не вообще, то есть не поддерживали отношения или там были в каких-то таких натянутых непонятных контрах, ну, то есть со всеми как бы у меня нормальный контакт. Калі ты берешься за пензель, пачинаешь штосьці маляваць? Может быть, ты не в курсе? Я когда приехал в Польшу для того, чтобы, ну, чтоб как бы время не текло сквозь пальцы, и, то есть мне нужно было чем-то заниматься, и чтобы это было интересно, и вообще... Я нарисовал 20 картин, они сейчас стоят в Варшаве, 90/65, вот такие вот такие. Все такие, ну если обобщить так, там красно-бело-желто-синие. Все какие-то там мои там, мечты, там, что я пережил, к чему я пришел, откуда, там что-то вот все вот вокруг да около. Вот какие-то мои переживания, какие-то мои там перемещения. Ну, в общем, все, что накопилось. Вот. И вот в ближайшее время я думаю в Варшаве сделать выставку этих работ. Все серьезно, маслом на холсте.
И вот я на них потратил, если я не ошибаюсь, где-то вот, получается, с марта, ну, полгода точно. А що ти, звичайно, робиш зі своїми картинами? Тобто ти їх там складируєш, продаєш, дориш комусь? Но очень много образов, которые остались в Бресте, они как бы у моих друзей висят на стенах. Где-то дома парочка. Но все как-то, ну, в тепле, в сохранности. Ти не продаєш їх? Но у меня не было такой задумки, чтобы цели... То есть я не нуждаюсь в том, чтобы их продать. Когда вот прям будет край, и мне будет казаться, что вот эти картины меня сейчас спасут, или, возможно, не было таких людей, которые бы были, ну, то есть очень так серьезно заинтересованы в там, покупке их. Или там приобретении там, каким-то образом, не знаю. Там. Вот. Но одну картину у меня купили, большую, еще там, когда я был в Бресте. За скільки ти її продав? Там больше, чем $1000. Ну, там работа почетная, как бы она сейчас у человека висит в очень классном месте. У него большой свой дом. То есть я когда там был в этом доме, там, ну, не хватало что-то такое, потому что там, ну, в таком доме вообще, каких-то больших таких хоромах, как будто бы, ну, то есть должна быть живопись. А ти мастак-самоучка, чи ти десь спеціально вчився, займався? Но у меня нет какого-то образования, не знаю, к счастью или к сожалению. Были припадки пойти там в художку закончить, там научиться какому-то цветоведению, что-то там, чтобы я углубленно знал, как и в музыке, там я сольфеджио, там какие-то ноты я до сих пор, вот, не знаю. У меня больше была какая-то дворовая такая школа, у меня были друзья, несколько художников, у которых я просто больше из-за того, что я завидую им, как они классно рисуют, меня это подстегивало, и я пытался просто подражать или что-то в этом роде. Занимался самообразованием. Про Варшаву хочу спитати, як ти зараз там живеш, чим заробляєш? Что я делаю? Ну, я работаю в Центре белорусской солидарности. Наставку. Да, наставник. Я как бы учитель, то есть по игре на гитаре. Учу детей. У меня класс, как бы дети приходят со своими инструментами, их приводят родители. Вот плюс еще есть там індивідуальні заняття. Якое тобі ставлення до грошей? Скільки тобі треба там, на місяць, щоб себе свободно відчувати? Ось, більше не треба. Ну, как обычно, то есть человеку, который куда-то переехал, вынужденно где-то находится, ну, то есть покрывать свои какие-то там потребности такие дежурные, можно так сказать. Это перекусить туда-сюда, там куда-то, может быть, где-то выйти, потратить денег. Мне не надо каких-то там много грошей. Возможно, там где-то может накопить, чтобы там, ну, куда-нибудь там сейчас вот уехать, скажем, или переместиться куда-либо для того, чтобы там где-то что-то для себя открыть. Вот как я недавно там побывал в Голландии на выставке Ван Гога. Скільки тобі у Бресті грошей треба було на місяць? Скільки ти тратив, звичайно? Да и там мне не надо было гроши. Мне вообще они не нужны. То есть когда вот они есть, хорошо. Другое дело просто, главное, чтобы их такого не было, чтобы их не было. Вот они как бы есть, а в каком они количестве, мне как-то так вообще, то есть я закрываю какие-то свои потребности вот такие обычные. То есть я могу позволить тебе купить там цветы, девушке, которая мне нравится, сводить ее в кино, купить морожка, ну что-то там одеться, там что-то вот в этом роде. И все, и я как бы забывал про их количество. Ну вот так. По твоєму інстаграмі бачно, що ти вельми любиш своє тіло. Там вельми шмат фото у майтках, наприклад. Що ти робиш, щоб бути у формі? Да ничего, булки жру на ночь. Ну, на самом деле, у меня такая порода велосипед. Есть такие люди, которые могут на самом деле есть все. И у них там обмен веществ очень ускоренный, ну, метаболизм какой-то такой там стремительный. Поэтому я как бы, мне еще нравится активный образ жизни. Но порой бывает такое, что типа хочется как-то посидеть там, пообновлять Инстаграм, вообще ни хрена не делать. Но по большому счету, как бы у меня есть и спортивный велосипед, и ролики я сюда перевез. Вот. То есть, еще, конечно, зависит от компании, которую там ты себе выбираешь в жизни и с кем ты тусуешься. Поэтому
Вот я как бы познакомился и с роллерами, и с этими там, и будучи в Бресте, как бы у меня там, я был вхож там во многие тренажерки бесплатно. Как-то, ну вот, и почему бы и взять и не сходить на халяву? А вось гэтая культура штосьці бясплатна за тое, што ты зорка, яно часта тебе такое было? Да, очень часто. И в этом как бы, и такой прикол, что вот с чем я распрощался, так это вот, можно сказать, вот с такой вот халявной такой какой-то звездностью, что ли. Что, ну, когда вот ты состоялся в каком-то обществе, да, там уважение, там туда-сюда, то есть, ну, как бы это не просто там не из, как бы, не из пустого. Но это на самом деле, там, человек получил погоны, как бы он пришел к этому. Вот. И у тебя есть какие-то льготы, и там ты можешь себе позволить на самом деле, там тебе говорят, что вот ты вот засторишь как-то, ну, что-то какое-то там, не знаю, наше заведение, а мы тебя накормим бесплатно. Или там, ну, что-то в этом роде. Им просто... И некоторые на самом деле были какие-то заведения, которые я любил, и мне очень нравились. Там у них и кухня классная, и это, и то, и плюс еще такое отношение. И кажется, ну, мне вообще не впадло, как бы, даже если сюда люди придут, как бы, поесть, в то же ё-моё, там, где мне ни капли не платили, но я был просто уверен, что многим, как бы, и понравится кухня, и цены адекватные. Ну, и я с уважением, как бы, мог запостить и как-то и привлечь какую-то аудиторию для того, чтобы им полегчало в этой жизни как-то. Хоть на сколько-то процентов, но как бы они могли как и прийти, ну, у меня, во-первых, подписок в основном какие-то студенты, да, люди, которые, ну, не богатые, там, ну, как мне кажется, вот, судя по тому, сколько у меня людей приходит на концерты, да, и что это за люди, и что они могут себе позволить, как бы. Ну, может, есть какой-то и эшелон там более каких-то состоятельных людей, но в основном, как бы, аудитория такая, и я как бы хотел бы от всего вообще у меня мечта, чтобы вот в радиусе там 50 метров, как бы, люди просто максимально себя счастливыми чувствовали. Як тебе заспела вайна? Ну, я был во Львове. То есть мне там помогли люди сделать ВМЖ. Мы там снимали с Дашкой квартиру. Она в одной своей комнате там, ну, так интересно было. И чтобы легче, естественно. Вот, возле большого гипермаркета в центре Львова. Ну и вот все ожидали, вот будет, не будет, потому что там многие, ну, даже те, которым я как бы и доверял по мнению, и вообще такие люди с глубоким таким дальним прогнозом, как бы, да ты что, какая в баню война? Это все там стратегия испуга, что-то в этом роде. Ну и все, и потом как началось там в этих новостях, я как раз был там ночью, Дашка прибегает и будет меня с криками «Юра, война началась». Это вообще жутко, конечно. Как для меня, то есть это не было таким шоком, потому что я до сих пор, как бы, я не видел взрывов этих, не слышал вот этих выбухов. И вот если бы я вот это все порахавал, я бы на самом деле, как бы, ну, может быть, уже не в таком тоне это все подавал, как сейчас. Я слышал сирену, да, за окнами, я там открывал, смотрел, орет эта сирена, людей почти никого, все закрыто. Ну, было такое очень странное ощущение, как будто бы какой-то комендантский час, что ли. Ну и все, и потом мы приняли решение, что типа там банкоматы уже перестали работать, там что-то в этом роде. Ну, как-то там Дашка уже там не могла, по-моему, карточкой рассчитываться. И ну какие концерты, кому они нужны вообще, то есть, ну, история совсем другая начинается. Проживал, как бы, и мог себе позволить что-то, потому что я там в Киев часто ездил, в Виннице вот был уже намечен был концерт, там меня люди везде ждали, как бы, с программой, вот. И все, надо было как бы уезжать, потому что уже, то есть или оставаться воевать, вот, или уезжать. Тебе Вот, Украина да. поспела стать домом за той час, что ты там пробыл? Но мне в Украине не так нравилось. Но я почему-то понимал, что
что Украина все-таки хромает немножко. Там, потому что все такое, как будто бы вот тоже взять тоже... Ну, там красиво, хорошо, ну, в некоторых местах, но в то же время как бы от какого-то позолоченного до такой, блин, какой-то горы говна 2 шага. Вот в той же Одессе. Там вот идешь, такой дом красивый, отполировано все, то есть там камень, бетон, стекло, такой футуризм, и справа сразу же проходишь дальше, куча проводов каких-то намотано, все такое, там какие-то собаки бегают, мусорку выкидывают. Ну вот так. Для меня это было как-то странно, думаю. Говорить что-то плохое, у меня даже права нету. Ну, как бы так, чтобы он оказался вот прям моим домом, ну, я бы не сильно так сказал. Ну, что, может быть, все-таки у меня корни, или у меня нет дома, вот, кроме Бреста, не знаю, кроме Беларуси, вот в этом еще как-то. То есть это вот граница, можно сказать, и мы туда часто ездили на концерты, там очень много моих друзей каких-то находятся, родственников моих друзей, и говорить о том, что якобы, ну, вот тут вот друзья, соседи, родственники в беде, якобы, и даже не сказать о том, что у них война, и давайте помолчим, вот это для меня дико. Не знаю, находясь там, как бы я язык свой прикусил, и, ну, вообще, то есть ничего не постить, или постить только счастливую житуху. Потому что там уже сейчас вот конкретно у нас вот в Беларуси получается такая история, что я вот поднимал этот вопрос, мы его мусолили, я даже кучу хейта какого-то наслушался, что якобы люди, ну, живут в таком вакууме и отображают и вещают только одну, как бы, сторону монеты. Как будто бы до такой степени все прекрасно, что вообще. Ти ж розумієш, чому так відбувається? Там людей саджають за лайки, Ну, коментарі. тогда, так в том-то и дело, что вот якобы тот человек, который не публичный, да, он иногда там раз в неделю там выкидывал кота, допустим, или собаку, да, ему простительно. Но человек публичный, который постоянно там, он на острие атаки, он там снимал и там протесты, и там еще там что-то, и какую-то свою личную жизнь, и вокруг да около все, и вообще общество там, и вообще все, что интересует для того, чтобы там, естественно, контентик у него рос, и там, и сейчас вдруг, опа, и все стало таким лощеным, красивым, чисто тренажерочка, чисто там, я не знаю, штрудели, все в таком духе. Ну, я розумію, чому, І тому це що от люди як-то так вибирають приторно. поміж гэтым альбо пойти в тюрму посидеть. Тогда, так, мне кажется, лучше уже выбрать вообще ничего. Каждый день белый лист фотографировать. Ну вот, кажется, вот как-то так. Просто когда я еще там находился, я как бы еще мог себе позволить шухарить, по судам каким-то ходить, снимать. А сейчас же болты закрутили так, что там, ну просто жесть. И при этом как бы проглотить это все и якобы вещать только все позитивненько, красивое. Ну, это же какой-то бред, по-моему. Это не true, по крайней мере. Это как-то нечестно. У радку з твоєї пісні «Я визволяю Білорусь» про визволення України. Это не моя песня, это моя Песня музыка. Калиновца. Это ее написал... Родіон Батулін. Так, я написал человек, который непосредственно там в кругу, это его слова, а я всего лишь накинул музыку, которая там мне явилась. Як Калиновський наш Кастусь, не приклад, так і льос Ліцвіна. Я визволяю Білорусь, раз визволення України. И просто это очень такая смелая, такая мощный текст был у нее, и вот как бы я написал на нее песню. Точнее, написал и сделал из этого стихотворения песню. Ну, Але и ти вот, сам віриш, що визволення Білорусі про визволення України? ну, похоже, как будто бы так должно быть. Ну, это как будто бы в этом есть логика. Верю. Ти колись служив у Мар'їній Горці на базі спецназу. Можеш пригадати про той свій армійський досвід? Вспоминаю это время, как немножко вот такое время упущенных возможностей. Потому что, ну, толком, как бы, может, как мне казалось, что мне хватило бы, наверное, месяца 2 для того, чтобы я все понял. Но 1,5 это такой передоз уже какой-то. Что там делать за это время? Що ти там Что робив? люди занимаются там фигней какой-то, там, чуть ли не там покраска травы, там еще там разгрузка каких-то машин, что-то. Ну, но
есть какие-то и такие позитивные моменты, но как бы если бы я туда не попадал, мне кажется, было бы лучше. Ну, Цябе зброю хоць навучылі трымаць в руках? Ну да, было дело. Ну. Зараз бы Могу штосьці с прыгадаў? закрытыми глазами собрать, разобрать. Всё. Дагэтуль? Ну да. Да там нефиг разбирать. Этот автомат Калашникова, он понятный как... А дзедаўшчына была Топор. там? Конечно. Ну не без этого, там всякое было. Ну. Можаш прыгадаць, вот, што ты бачыў на свае вочы? Ну, не знаю, ну такой бред, типа, у меня была фанера синяя, как бы, я еще с карантина, как бы там всех так воспитывали. Даже если ты все красиво делаешь, там, по уставу, там, или там что от тебя требуют, все равно будешь отпизжен. А армейский альбом я себе не делал. Мне казалось, это такой бред какой-то. Хотя многим друзьям там помогал. Там рисовал что-то, там, какие-то приколы. Сам никого не бил. Ну, как-то я не считал нужным, что эту традицию нужно переносить там из поколения в поколение. Ну, какой-то, мне уже казалось, тогда это казалось какой-то бред. Но я сам по себе такой добродушный. Ну, если человек, конечно, заслуживает или там тупит, конечно, что он там, то можно там приструнить, да, скажем так. А какие-то вмешательства такие серьезные, чтобы почувствовать себя чуть выше там другого, ну, это не про меня. Як ты лічыш, лепш быць першым у Брэсце ці адным з у сталіцы? Брест же большой. Его достаточно. Ну, конечно, первым в Бресте. Я не из тех людей, которые задаются и, допустим, как, типа козыряют или орут, что я там какой-то такой особенный, смотрите, там, бегите, ну, что-то в этом роде. Мне это все чуждо, и мне это не надо. Люди вот эти вот, как бы ярлыки, они сами себе вешают. Допустим, если я являюсь именно таким, и, то есть, на меня смотрят с уважением, я очень польщен, как бы мне приятно. И если речь идет так обобщенно, скажем, если лучше быть первым в Бресте, чем где-то там каким-то 15-м, то, конечно, мне Брест очень нравится. Он очень крутой город, очень продвинутый, такой европейский. Там классные люди живут, поэтому Брест — сила. У Брэсце вельмі вядомая справа карагоду. Ці зачапіла, можа быць, кагосьці з тваіх знаёмых? Да сяброў? много людей. Я ж как бы вот по этому поводу вот, ну, на суды приходил, и вот, ну, во-первых, я как бы никогда в жизни своей на судах не был. И мне было мало того, что интересно вообще сам процесс судебный, как это все происходит, эти все помещения. Потому что там на самом деле, ну, как это сказать, судьба людей. То есть либо он туда, либо сюда, и как бы там все решалось. И это такой процесс такой, ну, довольно судьбоносный. И вот я туда попал, и мало того, что как бы, ну, для меня это было в новинку то, что самосудебная процедура интересная, так еще и как-то надумано, навязано бредовая. Вот это был для меня самый, ну, такой мощный шок и интерес к этому всему. Я ходил, смотрел и, не знаю, вдохновлялся или что я там делал. Но порой я оттуда уходил как выжатый лимон. Я просто такой побледневший, как будто я пережил все эти волнения людей, которые сидели там за решеткой. Для меня это было на самом деле какое-то повешивание такое. Я как будто бы присутствовал на каком-то сжигании людей. Ну и вот после таких вот судов приходил и сидел такой, блядь, в себя не мог прийти. Думаю, что за бред? Типа уголовная статья за то, что человек походил где-то на перекрестке, еще и не останавливал транспорт, как бы, ну просто в массовке или случайно проходящий. Потому что у меня был один чел знакомый, они там где-то подбухнули, ну реально, и шли мимо, и оба такая веселуха, движуха, это летом, где-то там пивов какого-то выпили, это выходной, если я не ошибаюсь. Хоровод, о, давай, интересно, блин, там мы с народом. Все, сейчас сидят. Можаш прыгадаць, ты фактычна ачоліў брэсцкі пратэст, напэўна, 15 жніўня, калі ў Брэсце выйшла шматтысячны натоўп, там выйшаў на вуліцу. Натоўп быў серьезный. Як ты апынуўся ў галаве гэтай калоны? Што ты адчуваў? Да, это обстоятельства опять чудо. Это вот, как я говорил про этих людей, которые мимо проходили. Вот точно так же я мимо площади проходил.
Потому что я помню, когда, получается так, были выборы, люди вышли, получили там все синие какие-то, и вот этот резонанс весь такой, он прям в воздухе летал. И помню, что все эти жопы нарисованные, там кто-то говорил по телеку, там еще там что-то, какие-то такие неувязки были странные. Я такой думаю, почему это все происходит? Что за бред такой? По-моему, эти все вот цепи солидарности, люди там... И в это время, если я не ошибаюсь, был какой-то такой спад давления. Все как будто бы, то есть люди почувствовали, что они имеют право что-то выйти или как будто бы вот эти вот силовые структуры, они все как будто бы почувствовали какую-то вину на себе или какой-то передоз в этом всем подавлении, я не помню. И, в общем, я шел и смотрю, площадь пустая такая, захожу туда, там какие-то девчонки стоят. Привет, говорю, что вы тут делаете? Они говорят, а вот мы тут это самое. И одна такая хоба, флаг достает, а у нее такой флаг, прям как это помещение наше. Мы такие в шоке, давайте там, типа, и вот постояли. И к нам, самое странное, вот я вот помню, меня возле дома в конце нашей вот этой вот всего этого похождения, потому что мы там по городу погуляли так нехило. Подождали, как бы сотрудники как бы приняли, посадили и спрашивают меня, что вы там забыли вообще на этой площади. Я говорю, я чудом, на самом деле, я проходил мимо, смотрю, люди стоят, приобщиться, как бы я человек народный, как бы я всегда с людьми. Я там против какой-то несправедливости. И тут я говорю, и мы там стали, говорю, и нас оттуда не выгоняли. И реально нас оттуда не выгоняли. Мы стояли там. Я еще говорил каким-то там таким не просто там высокопоставленным каким-то, понимаешь, говорю, чтобы к нам кто-то подошел и сказал, валите отсюда. Просто нас там сдуло, мне кажется, вообще. Потому что мимо нас такие отряды проходили, все в черных масках, в этих экипировках, с этими дубиналами, и мы такие стоим, и эти бабы со мной, типа, все, сейчас нам жопа будет, сейчас нас, типа, будут лупить. И типа, куда бежим? Типа, знаешь, я говорю, я не знаю, постоим, пока нас никто не трогает. И мы стояли там тупо, вот как невидимки, и мимо нас все проходили. А в итоге мы являемся там вот на этой площади таким нехилым магнитом. И со всего города идут люди, этот какой-то рупор такой, это сарафанка валит. И все, и там, я не помню, сколько в итоге насобиралось. Но это странный какой-то случай, для меня это вообще удивительно. Что якобы с нами еще какой-то переговорщик от ментов приходил. И с нами общался, как мы хотим выходить. Это вообще какой-то с области фантастики. Мне дали рупор. Я как вспоминаю, это капец просто. Я еще говорю, нам говорят, вы сейчас вот вдоль дороги, вот с правой стороны, ближе к больнице, и там мимо этих турникетов и уваливайтесь с этой площади. Они же как бы окружили ее, чтобы никто не попал вовнутрь. А я еще говорю, выносить, говорю, такой красивый флаг, говорю, некрасиво, говорю, вдоль дороги, мы его сомнем, прикинь. Я говорю, вы нам откроете лучше ворота, говорю, и мы с почетом выйдем. У меня такое ощущение было, что я имею право на эти слова, понимаешь? Меня никто не затыкает, меня никто не убивает. То есть я считаю, что так правильно. И мне как бы и это позволяют. Значит, я прав. И он пошел советоваться с каким-то главным там, якобы открывать ворота или нет. И я такой говорю, двинули. Якобы нам разрешили. И эти ребята, которые уже стоят все там с той стороны, толпа начала расступаться. Эти стоят у этих турникетов, раздвигают нам ворота, естественно, чтобы мы вышли. Это вообще кино, блядь. Какое-то. И мы с почетом вышли, и такие все потом за нами пошли. Ты пасля, калі цябе затрымалі, я такое чытала, не ведаю, ці гэта праўда, ты казаў сілавікам, маўляў, ты змагаўся з сатаной, тлумачым. Это правда? Да. Як яны рэагавалі на гэта? Я им говорил, они вообще интересовались,
то есть фундаментом моих каких-то оснований, то есть основания моих каких-то действий. Я говорил, что типа, это, говорю, с чистой воды сатанизм. Говорю, все держится на лжи, на деньгах. Вам же, говорю, вы же, говорю, ну не просто так ведь тут, ну все в таком духе. Ну это я искренне говорил, я на самом деле так думаю. Что яны Что, казалі говорю, ў это похоже, адказ? говорю, на сатанизм какой-то. А? Што яны ў адказ сказалі табе? И на страхе, о. Ну, ничего, они такие, типа, блин, ну, якобы я имею право так думать, ну что? Шутова застрелили. Я такой думаю, ну, неужели это у нас в Бресте и все вокруг меня? То есть это ладно, где-то там было на Луне, да, и это нас не касается. И, типа, ну, что меня колотило, когда я с многими говорил, говорит, а мне пофиг, я, типа, и мне политики я вообще не понимаю. Я никуда не ходил, мне это неинтересно. Я такой думаю, блин, так это ж вот тут, вот твои соседа завалили, говорю. Я не знаю. Ну вот, меня это все колыхнуло, как бы. По чым ты сумуеш у Брэсце? По всему. Ну, по всему ведь. Это ладно, чтобы я там по какой-то там части или там чему-то там, по всему, по знакомым, по каким-то друзьям, подружкам, маме там, дому. Якое у тебе там месца сіл? Ну, во-первых, это весна, там кого-то я всегда вот постил, как почки распускаются, и это центр, это вот как это советское, там какие-то места, там, где можно на роликах погонять, ну вот все что-то вот в этом, где можно набраться, там где-то у речки посидеть. Ну там много, там практически весь Брест, я не знаю. У меня нету такого места, которое бы я вот, ну не знаю, может быть, сейчас я вспоминаю какие-то там опорные пункты, может быть, это не место силы, я бы так сказал. А все остальное, это, да, это чистая энергия. Якое у тебе стаўленне да брэсцкай крэпасці? Ну, там неоднозначные какие-то моменты есть, потому что, во-первых, ее построили, всю крепость, не просто так. А там по истории я там как бы с гидом ходил и там очень много наслышал, что этот город просто стирали и строили крепость. Там еще до сих пор внутри каких-то казарм, которые полуразрушенные такие, стоят такие столбы большие от старых, по-моему, каких-то церквей, каких-то древних. Есть еще какое-то знаменитое полотно, не помню какого художника, маслом. То есть как с одной стороны город стирали, просто бурили, а с другой стороны уже крепость строили. Вот. Но об этой истории как-то мало кто вспоминает, и она типа немножко стерта, и все больше знают крепость как, ну, там, 41-45 год, как место, ну, как где приняли на себя, где полностью там, вот, Советский Союз принял на себя удар, там, вторжение. Ну и вот, как бы, там очень какие-то много захоронений, музеи. Ну, очень такое сильное, исторически мощное, как бы. И там архитектура вот эта... Да там была, наверное, да? Конечно. Оно очень грустное, скажем так. Я туда захожу всегда, и там не место для того, чтобы там жарить шашлыки, там какой-то кемпинг и веселиться, там и бегать там на лужайке загорать. То есть там умерло очень много людей, это место такое скорбное, и я туда прихожу, и мне там немножко грустно становится. Як ты ставішся до таго, што зараз у Беларусь агулам і ў Брэст у прыватнасці прыехала вельмі шмат расейцаў? Кажется, это как будто бы что-то попахивает, ну, какой-то оккупацией, не знаю. Ты бачыў вельмі шмат людзей, брэсчан, натхнёных там у жніўні 2020 года. Як ты думаеш, вось зараз, праз 2 гады рэпрэсій, якія не спыняюцца, працягваюцца, можна будзе здушыць вось тую прагу да свабоды, тое, што ты бачыў тады? Ну так уже как бы все практически задушено. Но так как я человек оптимистичный, то есть я не теряю надежды в то, что как бы все-таки зло должно умереть, как в любой традиционной белорусской и не только сказке. То, что ну, справедливость должна восторжествовать, что все-таки все как-то должно
уложиться по своим полкам. То есть, только так, а никак иначе. Як ти думаєш, чому все ж таки білорусам не вдалося змістити Лукашенку у 2020 році? Ну, потому что мало того, что народ, не знаю, померкованный там, или какое лучше слово употребить, воспитанный, не знаю, уже сколько лет, там, 25 лет, под такой доброй, строгой нагаечкой, не имеющий права там выбора и там права слова. И это естественно, наверное, что не получилось. Все хотели, как я заметил, и как это было видно, доказать и показать свою правоту и заявить о себе вообще, о том, что как-то так не должно быть, какой-то массой. Вот люди выходили, и у них была надежда на то, что будет понятно, что всем, что, вот посмотрите, сколько людей вышло и вообще, то есть где логика, что вот она на нашей стороне, все, и как бы давайте уже, как бы имейте совесть. Вот как-то так, все надеялись. Вот. Но получается, что с этими силами не так, нужно как-то, какие-то другие должны быть методы. Моўнае пытанне для цябе зараз важнае? Па-беларуску размаўляць па-расейску? Кстати, да. Находясь тут, и вообще для меня это не было как-то раньше важно. А сейчас на самом деле, там, попадая в плен, тебе скажут, докажи, что ты белорус, давай там. И все. Шушинщина, скажи. Нет, скажем, там на самом деле, как бы, ты вот белорус, так ты размовляй с нами на белорусской мове. Что ты тут это самое? А нет, так мы тебя сейчас линчуем, как бы, и все, и будем правы. Вот. И поэтому мне, как бы, в этом плане даже стыдно, что я упустил, как бы, историю, что мне как-то не привили это, что там, что-то там с нами на колхозном базаришь. Это раньше так было. Сейчас чуть по-другому все. Вот. И как бы мне вот за это, скажем так, откровенно стыдновато. Год таму ты прарочыў, што ў 2021 годзе все скончыцца для нас, кошмар скончыцца. Але тут уже як бы... Все пророчили, это не только я один. Я как бы впитывал мнение общества и вообще, то есть, каких-то там весомых людей, которые там, на которых опирается что-то, которые как-то могут повлиять и предугадать, или там что-то предсказать, или там как-то напророчить. Але ты зараз веришь, что... Хотелось бы, и все верили, что не может быть такого, что люди, эти все политвязни, эти все девушки, потому что, если не вдаваться там это все, так поверхностно, а заглянуть, посмотреть, сколько людей красивых, талантливых, молодых девчонок, которым сейчас рожать самое время, сидят просто плотняком в темницах и гробят свое здоровье. И то есть это, как бы за пределами разума было, и казалось, что это сейчас вот должно закончиться, потому что такого быть не должно. То есть это ради там, это поперек всем каким-то там моральным, человеческим, это все так не должно быть. Як ты думаешь, калі все скончится? Должно быть какое-то чудо. Вот как многие говорят, что все зависит от того, как переможет Украина. И вот оттуда вот уже как-то какая-то цепочка там каких-то обстоятельств пойдет, и, возможно, там как-то повлияет. Очень хотелось бы, чтобы все очень побыстрее. Что это, я еще раз повторюсь, что мы как-то идем против природы, и это все так как-то странно очень. Как это вообще все держится вообще. Смотрите, друзья, наконец-то! От кого это? От своих, Уважаемые, у кого там, прибыло, подходите, я как бы иду по периметру. Мы рады тебя видеть здесь, Венец, рады тебя видеть здесь. Потерпел крушение под Минском вертолет. На удивление, УАЗ-334 просто в небе пузел тоже шел на разворот.
и ПЧП установили. Горит машина синим пламенем невозня. И всей стране в одну морган мне крышу сносит. И ведь орали, что тебя не выбирали. Уходи, уходи, уходи. Но как обычно ты врубал глухонемого. Пенсионеров газом поливал перцовым. Теперь не надо удивляться повороту судьбы. Суматоха, паника, я в батьке впаду. И паразитам цианида не хватает. А пропагандисты все полезли в петлю. Силовики на рожах кожу разрывают. Такого мы не ожидали поворота, что Бусник приведет страну к перевороту. Горит машина синим пламенем невозем. И всей стране в одну морган мне крышу сносит. Мы ведь орали, что тебя не выбирали. Уходи, уходи, уходи. Но как обычно ты врубал глухонемого. Калечил, убивал прямо у родного дома. Теперь не надо удивляться повороту судьбы. Теперь не надо удивляться повороту судьбы. И сейчас все разом. Теперь не надо удивляться повороту судьбы. Спасибо вам, спасибо.